Да. К вам вот вопрос. Встаньте, пожалуйста, перед прениями. В порядке дополнительного вопроса. В начале, в ходе судебных разбирательств подавали 2 ходатайства заявления в отношении 2 подсудимых о прекращении ходатайство, встречное заявление, да? Сейчас, минуточку. Вот хотела по поводу этого ходатайства у вас уточнить. Оно у вас на сегодняшний день. Вы придерживаетесь этого ходатайства, встречного заявления? О прекращении, да. Ну, скажете в ходе выступления в прения, да? Но я хотела все равно уточнить вот этот момент. Вы поддерживаете, то есть... В заключение хотим сказать, что основными задачами органов внутренних дел Кыргызской Республики является обеспечение общественного порядка, безопасности личности и общества, борьба с преступностью, исполнение уголовных наказаний, административных взысканий в пределах компетенции, осуществление контроля разрешительных мер в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Самое, так сказать, отягчающее, что данное тяжкое преступление совершается не на улице, не еще где-то, а именно в здании ОВД, где имеются именно дежурные вооруженные сотрудники РОВД, постоянно, которые круглосуточно дежурят. У каждого сотрудника есть при себе табельное оружие при несении службы. И именно в здании РОВД они не могут обеспечивать безопасность элементарно заявительницу, да, вот, именно в здании РОВД. Мы бы поняли бы, если они не успели на вызов, если это данное преступление совершено именно на улице, или дома, или еще где-то в каких-то других помещениях, других этих. Но данное преступление, в чем заключается халат, что данное преступление именно совершается в здании РОВД, внутри. Также данная вот именно халатность подсудимых также заключается в том, что они легкомысленно отнеслись к данному задержанию, приняли и не могли допустить даже в мыслях, что такое тяжкое преступление именно будет совершаться, или Бодошев мог совершить именно в здании РОВД. Хотя, то есть они потеряли бдительность, именно бдительность. Из-за потери, так сказать, бдительности именно в здании РОВД, именно ненадлежащего исполнения своих обязанностей, Бодошев каким-то образом заходит, закрывает изнутри комнату приема посетителей и совершает данное тяжкое преступление. Сотрудники ОУД именно Джаилского района должны были рассмотреть такой вариант развития событий и предпринять меры по недопущению такого преступления именно в РОВД, именно в здании РОВД. Обеспечивать. Вот, конкретно, как ранее сказал, наставление по организации работы дежурных частей. Там конкретно указано. Оперативный дежурный обязан организовать работу других сотрудников, работу по охране подозреваемого, исключающий побег, нападение на суточного наряда, других сотрудников и контакты с другими лицами. То есть контакты заявителя или подозреваемых лиц, или подсудимых, или обвиняемых, да, вот, с потерпевшим, да, вот, они должны были предпринять данное, рассмотреть. Также хочу еще добавить, что все инструкции, все уставы, все приказы, они написаны кровью. Они все написаны кровью. Надо было все рассматривать и обеспечивать. Это все выработанные на практике положения, которые на практике уже ранее уже сталкивались по всему уже, можно сказать, советских времен, что и данные уставы, данные уставы, данные наставления, данные приказы, все должны исполняться надлежащим образом, тем более сотрудниками ОВД. Таким образом, вышеуказанными фактами подсудимые, являясь сотрудниками ОВД,
органов внутренних дел Кыргызской Республики совершил халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее выполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшей по неосторожности смерть человека. На основании вышеизложенного государственного обвинения просит признать виновным Айтхожоева Замира Чолпанкуловича по статье 316 части Уголовного кодекса Кыргызской Республики назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, взять под стражу из зала суда, признать виновным Байтарекова Замира Сыдыковича по статье 316 часть 2 Уголовного кодекса Кыргызской Республики назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, также взять под стражу из зала суда. Признать виновным Кадышева Ержана Талантовича по статье 316 часть 2 Уголовного кодекса Кыргызской Республики назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, взять под стражу из зала суда. Признать виновным Иманалиева Ильича Рыскельдиевича по статье 316 часть 2 Уголовного кодекса Кыргызской Республики назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, взять под стражу из зала суда. Признать виновным Макеева Мирлана Амангельдиевича по статье 316 часть 2 Уголовного кодекса Кыргызской Республики назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, взять под стражу из